Добрый день! Я сегодня хочу рассказать, как шьется кафтан. Кафтан башкирский, самый настоящий. Но он, конечно, его раскрой взят из старинных исторических книг. И как она правильно шьется. Кроется длинная такая дорожка, ткань берется 50 сантиметров, ширина ткацкого станка. Вот она такая длинная. И здесь делается горловина, разрез горловины. Мы ее увидели, как бы вот есть горловина, разрез. Но также спинка есть здесь. Спинка идет сразу раскроена, без плечевых швов. Также есть боковые детали. Боковые детали, они уже у меня сшиты с рукавом. Вот рукав. Есть здесь ластовица такая. Мы видим, вот она ластовица. Когда как бы придет износ кафтану, и можно поменять только ластовицу. И тогда она вновь будет служить очень долго. Вот это правильный, вот это вот рукав. Рукав удобный, в носке, как бы вот так. Вот так шьется башкирский кафтан. Но еще самое интересное в этом кафтане есть такие детали, уголочки, треугольники подчеркивают особенность кафтана. Они подчеркивают. Кафтан также украшается уголочками внизу. Добрый день! Я сегодня хочу рассказать, как шьется кафтан. Кафтан башкирский, самый настоящий. Но он, конечно, его раскрой взят из старинных исторических книг. И как она правильно шьется. Кроется длинная такая дорожка, ткань берется 50 сантиметров, ширина ткацкого станка. Вот она такая длинная. И здесь делается горловина, разрез горловины. Мы ее увидели, как бы вот есть горловина, разрез. Но также спинка есть здесь. Спинка идет сразу раскроена, без плечевых швов. Также есть боковые детали. Боковые детали, они уже у меня сшиты с рукавом. Вот рукав. Есть здесь ластовица такая. Мы видим, вот она ластовица. Когда как бы придет износ кафтану, и можно поменять только ластовицу. И тогда она вновь будет служить очень долго. Вот это правильный, вот это вот рукав. Рукав удобный, в носке, как бы вот так. Вот так шьется башкирский кафтан. Но еще самое интересное в этом кафтане есть такие детали, уголочки, треугольники подчеркивают особенность кафтана. Они подчеркивает о том, что кафтан является башкирским. И также в этот кафтан обязательно в старину вкладывали молитвы. Молитвы писали собственноручно, руками, и делали себе пожелания о здоровье, о долголетии. Ну и чтобы в семье была прибыль и все хорошее было. Вот. Я также их вот упаковала в мешочек молитвы. Молитвы сам написал мулла из Казакулова. Его зовут Закий Агай. Это шьется для него. Поэтому я хочу показать. Вот так открывается уголочек. Вкладывается молитва. Она в мешочке. Не промокнет, ничего с ним не будет. И вот так зашивается. Вот так делали молитву. Вкладывали молитву в уголочки. Ну, я их
с двух сторон вот положу. И все, вот так шьется башкирский натуральный елян, или по-русски можно сказать, это кафтан. Вот так отличается башкирский кафтан от узбекских, от киргизских. Но это и есть как бы национальная черта башкирина. То, что вот у нас есть, у башкир есть уголочек такой, и в этом уголочке лежит молитва. Я вот впервые показываю, а так никогда не показывала. Но это по желанию хозяина шьется, заказчика. Как бы он также знает историю башкирского народа. И вот захотели вот так сделать кафтан. Вот. Основной этот я вам показала.